послу. Все говорят о том, что если мы не ратифицируем это соглашение в Пекине, то Россия от нас блокированно откажется. То есть мы должны выполнять свою обязанность как стратегический партнер, и мы обязаны это сделать. То есть нам министр иностранных дел намекает на то, что если мы не ратифицируем договор, то грузины на нас нападут, и Россия нас не будет защищать, если говорить простым языком. Президент нам об этом говорит на многих пресс-конференциях, встречах, которые он проводил последний месяц. Насколько это правда? Как вы считаете? Насколько справедливы эти их убеждения? И могут ли измениться отношения? Да. И действительно ли Россия может от нас отказаться, если мы вдруг не ратифицируем это соглашение? Я считаю, что это наглая ложь. Сегодня министр иностранных дел как политик состоялся в России. И инструментарий, который он применяет, они не подходят. Сегодня министр иностранных дел неоднократно уже был засвечен в телеграм-каналах, которые его сторонники ведут и скверно говорят там обо всех, кроме него, он там у них царь и бог. Поэтому его мышление и его яковка, она понятна. И как он многим людям объясняет, что у него со мной хорошо, не знаю, что у меня с ним хорошего, и не знаю, что у меня с ним плохого. Но точно я с ним не в команде, это пусть он знает. Потому что с такими людьми я не могу быть в команде. Родина у нас одна. И красиво говорить, это не значит, что красивые помыслы. Россия от нас не откажется, если мы не будем себя вести и заигрывать. Сегодня мы играем. Сегодня рассказываю, что России нужна земля. Я извиняюсь, 1/6 часть суши у них. 15 республик она потеряла, один Казахстан, вся таблица Менделеева. И вот именно камнем преткновения станет Пицунда, не поверю. Я не поверю по одной причине, что общаюсь с многими чиновниками, которые даже эту проблематику не знают. Один человек сказал, а что тут такого, говорит, мы же столько помогли. Когда я начал ему объяснять, что ни один абхаз не имеет землю, а это скрытая продажа земли, даже если юридически, у нас есть законодательство, и оно очень такое хорошее, но есть простая истина. У нас написано, что документ вступает в силу с момента подписания или опубликования, а не так. Должно быть с момента подписания и опубликования, что они просто большинство бумаг подписывают и выкидывают. И оно, когда где-то ратифицировано, еще что тогда всплывают. Все бумаги должны всегда вступать в силу с момента публикования. И они должны публиковаться там на сайте. В каких сайтах могут публиковаться, когда мы там еще чуть ли не на печатной машинке. Поэтому это глупость. И многие начинают там тешить себя, что Россия нас не бросит, потому что натовские войска придут, станут там возле Сочи. Вы не забывайте, что Грузия, которая заигрывает с НАТО, она с Россией граничит. И немало граничит, там границы больше. И сегодняшние ракеты, они перелетят Республику Абхазия, мы даже не заметим этого. Поэтому себе лишнюю цену набивать не надо. И надо помнить одно, что мы нужны только сами себе. Заставлять русских любить Абхазию больше, чем мы абхазы, не получится. У них есть своя страна, которую они любят. Если есть возможность ее расширить, они это будут делать от подарков, они никогда не откажутся. Но если они понимают, что это проблемный вопрос, и народ в этом един, они и это поймут. Сегодня страна вся в войне возвращает свои земли исторические. И у них патриотика везде. И в чиновничных кругах, и в массах, и в среднем звене. У них этой патриотикой аж много блещет. Именно она в них проснулась. И когда мы, как патриоты своей земли, придем им скажем, это не получается, это не так, поверьте, откатятся. Но мы этих вопросов не поднимаем.